Сложная ситуация. В Нестеровском сгорел жилой дом. Без крыши над головой осталась многодетная семья. Ужесточение контроля. Представители Рособорнадзора рекомендуют проводить тренировочные экзамены перед ЕГЭ. В Орджоникидзевском прошло первенство республики по греко-римской борьбе. Кто стал победителем? Здравствуйте, в эфире «Новости 24». Я, Бекхан Хашигульгов, и мои коллеги расскажем вам о самых главных событиях к этому часу. Сложная ситуация. В Нестеровском сгорел жилой дом. Пострадавших по счастливой случайности нет. Но вот положение, в котором оказалась семья Евлоевых, не из простых. Мать 7 детей теперь осталась без крыши над головой. Хадия Дельбиева продолжит. В сельском поселении Нестеровское произошел пожар в жилом доме. Это дом Марет Евлоевой. Мать 7 детей работает уборщицей в школе. Год назад осудили ее мужа на 8 лет. Рассказывая, как произошел пожар, женщина не может сдержать слез. Из дома вышла на работу. Я пошла, уже 2 периода прошла. Мне звонят соседи, что у тебя дома пожар. Я быстро уже бегу обратно, уже пламя уже везде. Горит черное пламя. И я захожу в дом, у меня весь дом горит. Я про детей спрашивала. Они, соседка их на улицу вывела. Не могли, потому что огонь, сильное пламя вообще. Фирдос Евлоева живет по соседству. Она в числе первых пришла на помощь. Все соседи выбежали, все горело, окна горели. Заливали водой, ведрами. Предварительная причина возгорания является перегрев отопительной печи. Возгорание ликвидировано личным составом дежурного караула. Жертвы пострадавших в результате возгорания нет. Дальше будет вести расследование. На момент возникновения пожара дома были только малолетние дети. И в результате этого произошло и развитие пожара. В принципе, его можно было ликвидировать в самом начале. По словам очевидцев, пожарные приехали через 20 минут, и спасти дом не удалось. Марет с детьми осталась без крыши над головой. Она временно ютится у соседей, и восстановить жилье на зарплату в 3000 рублей невозможно. Все дома сгорели, негде им поселиться. Вот соседи по 2 детей взяли на ночь. Вот что у них было, это 2 комнаты. Больше у них негде им поселиться. Пожар произошел примерно в час дня, а случись это ночью, без жертв бы не обошлось. Хадия Дельбиева, Юнус Цичоев, Новости 24. Учащихся Насыркорской школы спасали от пожара гипотетического. Сотрудникам МЧС пришлось отрабатывать все свои навыки. Перед началом учений был проведен семинар об организации тренировок по эвакуации персонала и учащихся. Подробности в сюжете Заремы Евлоевой. В 5 классе последний урок, но вместо звонка на перемену ребята слышат экстренный сигнал тревоги, который сообщает о пожаре. Тренировочные мероприятия проводятся в связи с наступлением новогодних праздников, когда случаи возникновения пожаров в разы увеличиваются. В преддверии новогодних праздников проводили тренировку. По легенде, у нас было сегодня возгорание в 10-й школе при проведении новогодних мероприятий. Поступил сигнал через единую дежурную диспетчерскую службу. В тренировке приняли участие подразделения МЧС, скорая помощь, медицина катастроф, газовая служба и охрана общественного порядка. Проведены хронометражи времени эвакуации детей и времени следования подразделений к месту условного пожара. На примере сценария мы решили проверить, как реагируют наши службы, экстренные вызовы службы, городские, территориальные подсистемы, республиканские службы. По сценарию в школе произошло возгорание на 2-м этаже. Возникла угроза жизни и здоровью детей, находившихся в классах. Пострадавшим 2 школьникам оказали первую медицинскую помощь. Учителя провели со школьниками воспитательную беседу на тему, как себя вести при возникновении пожара. Зарема Евлоева, Адам Шибилов, Новости 24. В управлении МЧС по Ингушетии сегодня подводили итоги. В течение часа руководство структуры отвечало на вопросы журналистов. Собравшихся интересовало, как организована работа службы 112, профилактические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в канун Нового года и как трудоустроиться в МЧС. Фатима Кариева продолжит. В канун новогодних праздников горячая пора для МЧС. Нужно проверить, соблюдаются ли меры пожарной безопасности в тех местах, где будут проходить праздничные гуляния и елки. Понятно, что мы попытаемся контролировать то, что продается там на рынке. Но то, что заводится извне, с Пятигорска, мы знаем, это все везут.
еще с каких-то других там субъектов наших соседей, то, что привозится, проконтролировать, что он себя везет домой, мы не можем. Поэтому надо постараться каждому человеку позаботиться в первую очередь о своей семье самому. С наступлением отопительного сезона сотрудники МЧС проводят инструктаж для семей, живущих в шатовых домах, чтобы предотвратить пожары. Маленькие вагончики, как правило, успевают сгореть за те 7 минут, которые пожарным отводятся на дорогу. Только в начале ноября в Икажево произошел пожар в щитовом доме. Погибли 3 детей. Горение такого вагончика по расчетам, которые дают пожарные, служба пожаротушения, вот как пример там Икажево, это 5 минут. То есть реагирование подразделений пожарных невозможно проехать и затушить, потому что по статистике, еще раз говорю, по расчетам, которые дает у нас служба пожаротушения, горение 5-8 минут. В Ингушетии при МЧС создана добровольная пожарная охрана. Эти молодые ребята вместе с профессионалами принимают участие в тушении пожаров. Фатима Кариева, Ахмед Беков, Новости 24. Ситуация вокруг проведения единого госэкзамена обсуждалась на заседании рабочей группы правительства Ингушетии. Речь шла о нарушениях на ЕГЭ в этом году. За детей дописывали задания, завышали баллы. Представители Рособорнадзора, которые участвовали в заседании, рекомендовали проводить в следующем году тренировочные экзамены и приглашать на них родителей, чтобы они могли оценить уровень знаний своих детей. Посоветовали они и учитывать опыт тех регионов, где при проведении ЕГЭ практически не было нарушений, например, в Ивановской области. В лицее Назрани побывали депутаты Народного собрания. Поводом для визита послужило аварийное состояние здания. Многочисленные трещины стен, просадка грунта во дворе свидетельствуют о тревожной ситуации. Кто виноват, что здание, обошедшее республике в немалую сумму, пришло в негодность? Вместе с народными избранниками разобраться в ситуации пыталась и моя коллега Индира Манкиева. Этот корпус находится в аварийном состоянии уже 2 недели. Трещины, появившиеся здесь, продолжают увеличиваться каждый день. И на наших глазах со стен здания падают вот такие куски штукатурки. По рекомендации МЧС занятия в правом крыле прекращены. По словам директора лицея, в здании уже неоднократно проводились косметические ремонты, но в последнее время появились проблемы в конструкции здания. Это все вызывает неудобства у учителей и учеников. Если раньше они могли управиться в одну смену, то сейчас из-за нехватки мест пришлось перейти на двухсменку. Ведь правый корпус включал в себя 12 кабинетов. По словам Мариам Шадиевой, несмотря на всю эту небезопасную обстановку в школе, дети продолжают ходить на занятия. Здесь побывал и председатель правительства Мальсагов Абукар Магомедович и представители других структур, которые имеют отношение к строительству в нашей республике, представители Минстроя, в первую очередь, конечно, представители Министерства образования, и в ближайшее время, я думаю, они примут меры, которые приведут к тому, что мы будем заниматься, как и раньше, в одну смену. Рядом с лицеем находится водоканал, и, по словам депутата, во время строительства здания нужно было проверить, может ли вода пройти под фундамент и навредить зданию. Точная причина данной проблемы еще неизвестна. Василий Светличный предложил Министерству образования и директору школы подать заявление на выделение средств для капитального ремонта. Но, тем не менее, для таких вещей, как правило, если ребенок не плачет, мать не разумеет. Так и здесь. В этом году тут уже вопрос, если где-то есть источники, скажем, появятся, вернее, потому что все остальное так уплотнено, что очень тяжело. Но здесь вам надо будет министерством ставить вопрос о выделении средств уже на капитальное обследование и капитальный ремонт данного здания. Потому что то, что сегодня мы видели, это, естественно, весьма опасно. По мнению депутата Василия Светличного, Министерству образования важно изыскать источники финансирования предстоящих работ по капитальному ремонту одного из лучших в Ингушетии инновационных учебных заведений. Также изучить возможности привлечения к ремонту школы подрядную организацию, возводившую это здание, предложила депутат Жансура Таушева.
Надо как-то и строители, наверное, тех, кто это строил, привлечь к тому, чтобы они поучаствовали в решении этой проблемы. Или даже средств не хватает на то, чтобы обследовать, выявить причины. Для этого тоже нужны какие-то сложные приборы, нужны средства. Ни у Минобразования, ни даже в бюджете республики таких средств не просто найти. Поэтому пусть те, кто это допустил, кто в этом повинен, тоже понесет какую-то ответственность в виде каких-то материальных там, как говорится, вложений. По поручению главы Ингушетии Юнусбека Евкурова создана рабочая группа, которая должна провести экспертизу несущих конструкций здания. Гидрогеологические изыскания позволят установить причину, вызвавшую деформацию фундамента и стен здания. Лицей города Назрань находится в настоящее время в аварийном состоянии. Для ликвидации данного аварийного состояния нами уже создавались несколько комиссий. Последняя комиссия прошла 3 декабря, согласно распоряжению правительства республики, и заключение дали. На сегодняшний день Министерство образования изыскивает средства на проведение гидрогеологических изысканий, чтобы найти причину аварийности. После изучения всей документации и выводов рабочей группы члены Комитета Народного собрания по науке, образованию, культуре и спорту намерены обратиться с депутатским вопросом в Министерство строительства, чтобы ускорить процесс проведения в школе капитального ремонта. Индира Манкиева, Магомед Урусханов, Новости 24. Подвальное помещение, сырость, неподъемная аппаратура. В таких непростых условиях они первыми вышли в эфир в республике. Сегодня 21-ю годовщину со дня образования празднует ГТРК «Ингушетия». Параллельно со становлением республики они создавали и развивали телевизионное творчество. Магомед Асканов продолжит тему. В прямом эфире информационный выпуск «Вести Ингушетия». В студии Хадишат Чапанова. Здравствуйте. Хадишат Чапанова готовится к эфиру. А ведь еще несколько месяцев назад она и не думала быть ведущей новостей. Девушка с дипломом бухгалтера пришла на телевидение, и уже на 3-й день ей предложили выйти в эфир. Я без ума от своей работы. Я, наверное, всю жизнь к этому шла. Потому что в этой сфере я никогда не работала. И мне кажется, это единственное, что мне нужно было в этой жизни. Сегодня в ГТРК «Ингушетия» работают немало молодых и энергичных ребят. Они учатся у тех, кто стоял у истоков создания филиалов ГТРК в республике. Карьеру журналиста Хава Абадиева начала еще в Грозном. Там она работала на радио. На ГТРК «Ингушетия» она пришла в 92-м. Хава Абадиева и сегодня готовит программы и учит начинающих журналистов. Вот я сегодня проехала в Магаз. Я готовила очередной материал, связанный с историей дикой дивизии. Вы знаете, сколько героев ингушей было участников дикой дивизии, героями Первой мировой войны. И я просто проезжаю, смотрю, думаю, что здесь было 20 лет назад. Поля, разбитые дороги. А сегодня посмотрите. ГТРК «Ингушетия» была образована более 2 десятков лет назад и в первые годы размещалась в подвальном помещении Народного суда в Назрани. Студия и редакция находились в щитовых неотапливаемых домиках. Ведущим программ приходилось выходить в эфир при минусовой температуре. В 2000 году ГТРК переехала в новое современное здание. Здесь сегодня работает больше 100 сотрудников, нацеленных на создание качественного телепродукта. Я эту работу делаю с интересом. Да, я устаю, да, мне иногда бывает трудно. Но все же, то, что ты делаешь с желанием, с интересом, да любая работа вот на телевидении, будь монтажера, или оператора, или режиссера, если человеку интересно то, что он делает, он это освоит с лихвой, да. Несмотря на ограниченное эфирное время, а это в общей сложности 4 часа в день, ГТРК «Ингушетия» разрабатывает новые телевизионные проекты. Уже записана программа новогодних концертов и выступлений артистов. Ежегодно молодых журналистов отправляют на стажировку. Сегодня очень много каналов, и в России в том числе, поэтому есть чем сравнить. Телезритель у нас стал уже разборчивым во многих вещах. Они самые лучшие наши критики, поэтому всегда об этом нужно помнить, что, конечно, наш продукт телевизионный увидит телезритель, они его оценят. ГТРК «Ингушетия» собирает у телеэкранов зрителей республики и справляется с поставленными задачами. А это не только доведение информации, но и воспитание молодежи через духовно-нравственные передачи. Магомед Асканов, Майрбек Миржоев, Новости 24.
В начале следующего года в Армавире пройдет первенство СКФО по греко-римской борьбе. За право представить Ингушетию на престижных соревнованиях в физкультурно-оздоровительном комплексе Орджоникидзевского сегодня боролись 65 юных спортсменов. Примечательно то, что соревнования были посвящены эстафете Олимпийского огня, который пройдет в республике в конце января. Подробности в сюжете Магомеда Измайлова. 15-летний Магомед Катиев – борец греко-римского стиля. Этим спортом он занимается 4 года, и самым крупным его достижением стала победа на всероссийском турнире в Новосибирске. Но сейчас для юного спортсмена главная цель – пробиться на первенство страны. А для этого нужно сделать первый шаг – стать чемпионом Ингушетии в весе до 60 килограмм. Первая схватка для Магомеда стала победной. На первый период проигрывал со счетом 2-0, потом взял отрыв 7 баллов и выиграл чисто технически 9-2. Отбор на чемпионат СКФО сегодня проходят юноши 97-98 года. Всего около 65 участников в 14 весовых категориях. Особенность этого первенства в том, что оно приурочено к эстафете Олимпийского огня, которая впервые пройдет по территории нашей республики. Мы сейчас присутствуем на первенстве республики среди старших юношей 97-99 годов рождения. Первенство приурочено к эстафете Олимпийского огня. Как мы знаем, Олимпийский огонь будет у нас где-то в конце января. Для нас это, конечно, необычное событие. Мы такие события приветствуем. И со стороны ДЮСШ Сунжского района, и со стороны главы администрации нас поддерживают. И мы стараемся проводить такие мероприятия почаще у нас в республике. В течение 2 дней будут проходить отборочные соревнования. Победители смогут представлять нашу республику в Армавире на чемпионате Северокавказского федерального округа в середине января. Магомед Измайлов, Адам Шибилов, Новости 24. Это были все новости к этому часу. До завтра.